Запустить еще один потребкооператив собираются в Усть-Куломском районе. Два фермерских объединения здесь уже работают. Одно занимается молоком, другое – мясом. Грантами им помогает и региональный Минсельхоз, и местные власти. Так вот, именно на новичков в продвижении потребкоопераций у районной администрации большие надежды. У нас очень много сдатчиков молока среди личных подсобных хозяйств. Сегодня хочется их поддержать. Многие начинают отказываться от содержания крупного рогатого скота. Мы считаем, что кооператив может позволить эти усилия объединить. И то молоко, которое всегда сдавали в МТС, оно в том же объеме будет продолжать поступать. Увеличивать удой – задача номер один для всех крупных и небольших фермерских хозяйств. Пока в списке рекордсменов аграрий Сыктывкара и Сысольского района. В том же Межадыре еще и поголовье удалось увеличить. Вот только сельхозрадости омрачает кадровая проблема. После реконструкции ввели дополнительную ферму, запустили роботов-дойеров, а рабочих рук не хватает. В этом году мы взяли за техника по племделу, потому что мы выходим на племенное хозяйство, у нас ведется по переводу на племенное хозяйство, поэтому мы нашли зоотехника, она исполняет свои обязанности, учится, конечно, по племенному делу, а вот это все, вот эти вот зоотехнические дела веду я сама, а вот по ветеринарным врачам это вообще беда. А вот в рыбном секторе провал. Хоть в Сосногорске и функционирует небольшое форелевое хозяйство, до плановых объемов далеко. После реконструкции плотины в Нювчиме ситуация исправится. По рыбе упали. Объективная причина – мы не смогли посадить садки. Это Нювчиме. Плотина оказалась аварийная, на федеральной собственности. И мы были вынуждены обратиться в Минсельхоз России за помощью. Они нам выделили субсидию на ремонт плотины. Мы за лето плотину отремонтировали, но не успели посадить рыбу, и мы потеряли объемы, большие объемы. Год 2019, по прогнозам регионального Минсельхоза, вновь получится строительно-ударным. Введут 9 ферм. Продолжится возведение завода по производству собственных кормов в Сыктывдинском районе. А к концу года соберут и первые 4 тонны урожая с тепличного комплекса Сосногорска. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.